что, Женя, еще раз привет. Еще раз здравствуйте. Сегодня мы снова будем делать нечто красивое. Нечто девчачье. Опять же, мы продолжаем тему, тему Барби, да? Тему Барби. Тему розового. Хай Барби. Хай Барби. Хай красота. Очередной выпуск программы «Мы вам покажем». И снова с нами Евгения Щукина. Очень рада находиться здесь, в мастерской у Жени. Всегда приятно, всегда интересно, всегда креативно, всегда здесь творческая такая атмосфера, да. Ну и, как сказала Женя, сегодня мы будем делать снова красоту в стиле Хай Барби, нашей любимой, да? Далеко не ушли. Сегодня мы будем делать чокер. Да. Очень популярное сегодня украшение. Украшения, бижутерия. Девушек, женщин. Да. Мы немножко в историю, да, можем. Чокер был очень популярен в 2000-х годах. Ты, наверное, в школе тоже его носила, да? Да, конечно. Раньше, вот этот вот черный, да, черный, такой который натягивался. Из лески, да? Из лески, да, сплетенный такой. Я думаю, все помнят это. Ну, раньше у нас ограничено было, да? Все как инкубатор в одном, да, ходили. Ну, и креативники там что-то закрепляли. Ну, и сейчас вернулось время к тому, что у нас есть доступность материалов разного. И мы сейчас можем вообще уже только включаем фантазию и по своему уже желанию, характеру, темпераменту или там, ну, под стиль одежды можем уже собирать любую бижутерию. И сейчас опять же мы соберем чокер, который будет только у тебя у одной, да? Круто! Один мы, наверное, тоже подарим зрителям. Мы сегодня щедрые тоже, Ух ты! Да. Здорово. Классно, пускай частички, да, вот нашей да. приятной ауры будут распространяться. Нашей вот этой творческой атмосферы, момента. И ну, Женя вот всегда говорит, да, что очень важно здесь включать свой талант сочетать цвета. Да. Не всем это дано? Это, да, как сказать, ну вот я уже сколько в творчестве, да, лет, больше 15 лет. И, ну, вот как я еще наблюдаю тоже за талантливыми людьми, но не все умеют правильно цвета сочетать. Где-то бывает, ну, перебарщивают, где-то недобарщивают. Это тоже умение работать и видеть это, ну, это, как сказать, время то же самое, чтобы проработать и научиться подбирать. Тебе сочетание нравится такое? Очень. Прямо, я же говорю, нежность. Давай мы немножко еще. Мы, как сказать, когда сочетаем много цветов разных, чтобы тоже грубо не было, потому что иногда сочетают такие цвета, которые, по сути, нелогичны, но они смотрятся некрасиво. Грязно же бывает, когда ручку там нанесли с карандашом и так, грязь, как в тетради, да? И вот цвета это то же самое. Нужно вот комбинировать уметь. Если мы берем нежные оттенки, мы туда, соответственно, добавляем какой-то более яркий оттенок, но не слишком яркий, да? Ну, допустим, вот такой. Мы возьмем розовый, темно-розовый, да? И нежно-розовый. К нежно-розовому цвету мы еще добавляем вот такие немножко пастельные. Ну, чтобы мы тебе сделаем не такой прямо огненный, розовый, а мы сделаем тебе более универсальный, который ты можешь под любую одежду одевать. Уже, ну, типа с изюминкой, да? Ну, поехали. Для этого нам понадобится для нашего чокера ювелирный тросик. Мы возьмем размер 0,3. Это самый, ну, такой востребованный, нежный, и который тросик, он самый плотный материал, который выдерживает. То есть леска не пойдет? Да, леска, она очень протирается быстро и может порваться? Да, очень будет обидно, когда твой любимый чокер порвется. Очень такое часто бывает. Где-нибудь одежду сняла, зацепила. Так что леска это не прочный материал. И вот так. Ну вот, мы отрезали нужную длину, с которой можно работать, да? И нам сейчас потребуются вот такие материалы, это как кримп. Мы используем сегодня минимализм в нашем чокере, чтобы, ну, быстрее сделать, да, не быстрее, как. Это кримп, это такая мелкая бусина, называется зажимная бусина. Еще, ну, в бижутерии, когда работаешь, что кримпы. И вот такой карабин.
карабин мы используем корейского качества, который не ржавеет, не облазит и гипоаллергенный. Грубо говоря, наша застежка. Наша да? застежка, да. Ага. Ну, мы вот одеваем крем, потом одеваем нашу застежку. Так, делаем петельку, да, обратную сторону. Так, вот эти вот, как сказать, застежки универсальной темы, вот корейские, они запаяны, вот эти кругляши. Ну, вот этим отличается люксовая фурнитура. То есть не оторвутся. Да, не оторвется. Ну вот в последнее время я чисто с хорошей фурнитурой работаю. Так, и продели и обязательно бусину зажали, но при этом оставляя 2 миллиметра, чтобы наш спокойно ходил вот этот колечко. Ну, не слишком так было затянуто. Ага, зажали. Все, теперь это мертвая петелька. Ее не сломаешь, не выдернешь, только можно отрезать. Да? Теперь мы подобрали примерный дизайн нашего чокера. Начинаем мы также... Есть всегда такое правило, тоже в бижутерии, должна быть переходящая бусина. Так, мы сделаем тебе сваровские. Кстати, это остатки сваровских, потому что завод закрыли, к сожалению, и мы наслаждаемся, как всегда, да, остатки сладкие. Так, ну, делаем вот такую бусину. Это для эстетики, чтобы... то есть она, получается, на концах, да? Да, только на конечниках. Так. Она будет как, типа, видишь, соединять. Сливается как будто, да. Ну, это эстетичность. Металл. И, типа, видишь, аккуратно смотрится. Да. И как мы придаем, типа, как сказать, коммерческий вид. Так. Ну, и тут уже, смотри, идет на твое воображение, как ты хочешь сочетать. Но я тебе буду помогать, ты можешь начинать, ну, я тебе, наверное, посоветую начинать с мелких, средних бусин. Можем примерную картинку вот так ставить. У нас еще есть, присутствуют 2 больших бусины. Мы их можем распределить вот так. Где-то здесь, одна здесь, где-то вот тут. Ну, вот примерно как по кругу будет идти. Потому что их нельзя вместе налепить. Это будет слишком. Если ты где-то добавляешь светлый, то обязательно нужно где-то добавить темненькие такие. Ну, лучше их сочетать вот так вот, видишь? Старайся, чтобы бусины одинаково вместе не лежали тоже. Ну, повторы сильно как бы не было. Так, здесь мы еще используем розовый кварц, натуральный камень, тоже добавляем хрусталь, жемчуг, бусина розовый кварц неправильной формы. Также у нас еще есть розовый кварц, который тоже неправильной формы, не обработанный. Они вот так в природе их находят. Смотрите, тут он, видите, поблескивает. Да, очень. Ну, его немножко в обработку делать, чтобы он не рассыпался. Ну, и вот они, по сути, почему-то вот эти камни дороже бывают, чем такие обработанные. Не знаю, это маркетинг, видать, тоже. Так, ну, сочетаем, как тебе нравится. Мы сделали примерное, что у нас будет, как выглядит чокер, да, композицию. Начинаем собирать, начинаем вот с крайней бусины и поехали нанизывание бусин. Ты пока нанизывай, потом мы их в конце уже спрячем хвостик этот. Вот. Уже смотри, как, да, идеально получается. Хоп. У тебя очень красиво получается сочетать. Очень эффектно. И гармонирует вот так. Нежный цвет более с таким ярким, насыщенным, да? Больше у нас, смотри, вот все равно пастельные оттенки присутствуют. Их нужно тоже вот подчеркивать более яркими вот этими. И у тебя очень хорошо это получается. Цвета вот у нас очень нежные получается, да, вот, ну, то есть мы и так подобрали, да, такие цвета. Где пастельные, то мы более подбираем такой насыщенный, да, чтобы
монотонно такого не было. И у тебя Как-то очень хорошо, выделить, да? очень хорошо умеешь гармонировать вот с цветами. Очень радует. На следующей передаче, наверное, ты уже будешь жесткий спец, да? Уже со мной будешь Классно. ходить там, что-то делать. Классно. Так. Что еще Да, не тут бойся добавить? добавлять крупные бусины, Мгм. мелкие, потому что они очень интересно, да, смотрится все это. Мгм. А мы уже подходим к завершению. Мгм. Сейчас давай вот эти пусти, такие вот маленькие пускай будут. Потом вот такой, и вот этим закончим. Мгм. Потом немножко. И вот так. Завершающая бусина, мы помним, да, для эстетики. Смотри, сочетание цветов, что наша завершающая бусина вписывается в идеальный дизайн нашего чокера. Вообще. Мгм. Вот эстетика, да? Да. Вроде креативно, в то же Мгм. время как-то немножко зверошено, да? Как-то Мгм. необычно. Можно эти камушки, да, и вот этот вообще рассматривать долго. Да, да, да. М, Сначала заостришь внимание там, допустим, на одном камушке, одном, потом да. цвета. Это, кстати, хорошая тренировка для мозга. Так, все, мы уже собрали нашу композицию, да, из Мгм. разных бусин. Чокер. Сейчас скажешь, какая композиция? Так, Композиция, да, да. ну да. Мгм. Теперь мы завершаем, вставляем наш кримп, одеваем, Мгм. снимаем вот эту вторую часть, чтобы не потерялось это все. Так, здесь все подтянули, проверили. Здесь убрали хвостик. Так, и также, ну, такая же последовательность, как вот в начале. Здесь мы продеваем, делаем петельку через кримп. И вот этот хвостик уводим в бусины. Чем дальше, тем лучше. На несколько, да? Ага, на несколько. Ну, тут еще такой, да, немножко такой процесс бывает очень трудноватый, когда, чтобы он тоже у нас колом не стоял, нужно немножко, чтобы он был расслабленный. Мгм. Мгм. Так, и вот здесь мы поднатягиваем. Так, и чуть-чуть вот так отодвигаем. И смотри, опять же мы оставляем 2 миллиметра, да? И зажимаем. Немножко вот так, видишь, натягиваем, чтобы хвостик ушел в бусины, не торчал. Мгм. Зажимаем. Все. Все, наш чокер готов. Такая красота. У нас Шикарно, да. вновь получилось, да? Я думаю, это Мгм. вообще шикарно. Очень, очень. И, ну, вот повторюсь, да, очень красиво и выглядит прям вот ну, так стояще, дорого, да. Не просто там что-то прозрачное, да. Действительно, как будто вот дорогие, драгоценные камни, Да, природные. да, еще вот этот подблескивает камушек, да, натуральный, он придает вот этот какую-то изюминку свою, экстравагантность. Да. Женя, тебе огромное спасибо. Пожалуйста, я очень рада была вновь показать, как это собирается. Очень рада, что я тебя обрадовала. Да. И научила, да? Научила. И я думаю, что телезрители должны взять тоже на заметку какие-то вот полезные советы, да, от Евгении и применять их на практике. Да, можете спокойно сами собирать свою эксклюзивную бижутерию. Чокеры, это, во-первых, будет тоже ваше вложение. Можете по наследству потом передавать, да, работы. Так Почему что, нет? Да, Да. здорово же. Типа это моя прабабушка собирала. Какая у тебя прабабушка была модная, да? Ну, я говорю, всегда все украшения ходят по кругу. Так что это у них нет времени. Вот. Вот. Женя, спасибо огромное. И еще увидимся обязательно. Мы опять же, Да. ты справилась. Спасибо. Молодец. До встречи на телеканале Якутия 24.